Собрать башкирскую юрту для знающих людей, оказывается, дело плевое. Убедился в этом в Москве, в Большом выставочном зале Центрального дома художника на Крымском валу. Здесь проходит 3-й фестиваль Русского географического общества «Народы России». И делегация Башкортостана в составе председателя регионального отделения Камиля Зиганшина, исполнительного директора Риммы Галеевой, руководителя Республиканского центра детского творчества Лилии Ахметовой и сотрудников Национального музея Республики Башкортостан Марата Зулькарнаева, Анатолия Фадеева и Ильдара Шарипова буквально за пару часов установила в центре зала традиционное жилище кочевых башкир юрту. Кстати, не в обиду будет сказано, стоящие рядом чум и иранга по конструкции менее сложная, чем юрта, строились намного дольше. И раз, два, три. И раз. Пока делегация готовит свои экспозиции, на главной сцене фестиваля идет репетиция торжественного открытия. Советник президента Российской Федерации, известная телеведущая Анастасия Чернобровина, руководит процессом. Не успели башкирские делегаты поставить юрту, а в ней уже первые гости. Их встречает с кураем на входе научный сотрудник Национального музея Ильдар Шарипов. Ильдар успевает не только дарить гостям чарующие звуки курая, но и проводит мастер-классы по их изготовлению. Кстати, желающих приобрести тростниковый курай просто в качестве сувенира очень много. Можно сказать, отбоя нет. Юрта, она состоит из двух частей. Частей – это вот главная часть. И правая женская. Ажиотаж среди участниц фестиваля вызывает появление актера и кинорежиссера Сергея Безрукова. Многие хотят сфотографироваться с исполнителем роли Есенина, покорителя женских сердец. Выбрав момент, приглашаем Сергея Безрукова в юрту. Заместитель генерального директора Национального музея Республики Башкортостан Марат Зулькарнаев знакомит гостя с внутренним убранством. А когда Ильдар Шарипов начинает играть на курае, Сергей достает телефон и включает запись. С разрешения. А в это время начинается торжественное открытие 3-го фестиваля РГО. С огромным удовольствием и с полным правом хочу пригласить человека, который без сомнений является душой России, а по зову сердца еще и душой фестиваля РГО. Президент Русского географического общества Сергей Кожегенович Шойгу. Добро пожаловать! В Российской Федерации проживает более 190 народов с общей историей и уникальными традициями. Подобных государств нет больше в мире. Открывая многонациональный праздник, накануне Дня народного единства президент Русского географического общества Сергей Шойгу отмечает: хотелось бы, чтобы те традиции, которые были заложены веками у народов России, сохранялись, и чтобы ни у кого не возникало желания войти туда в грязных башмаках, вытащить кого-то и насильно переместить куда-то. Это неправильный подход. Самый правильный подход – это беречь, сохранять и дорожить всем тем, что у нас есть. Бережное отношение к национальной самобытности, сохранение этнического колорита способствует консолидации общества и уверенному развитию России, подчеркивает Сергей Шойгу, общаясь с участниками фестиваля. И в этом с ним солидарны все без исключения делегаты и гости форума.
Правильно было сказано, и говорится всюду и везде, висят вывески, что Россия – это народ, а душа России – это ее люди. Поэтому вот все, что здесь представлено, это уникально. Я был в чумах, я был в юртах, я посетил выставки, экспозиции. И, знаете, у меня душа переполняется чувством гордости, гордости за нашу Россию. Сохранение исторического и географического наследия как предмета национальной гордости, ну, это основа деятельности Русского географического общества. И думаю, что устроители фестиваля достигли этой цели. И чтобы достичь эту цель, надо было хорошо потрудиться региональным отделением, в том числе и вам. Спасибо. Спасибо за экспозицию, которая дала возможность ближе прикоснуться к этнографии, к культуре, к истории народа, которую вы показываете. В юрте уютно, прекрасно, чудесно себя ощущаешь, а опытные люди расскажут, как это происходило, как это было 100 лет назад, как это есть сейчас и как это будет в прошлом. И вы знаете, за что меня только единственное вот внутри щипало, это за то, чтобы мы не утеряли вот эти корни с прошлым, чтобы это сохранилось, чтобы наши дети и внуки чайпаченем не переехали в квартиры шумных домов и городов. Мы должны сделать все, чтобы, может быть, наши родители, наши дети остались жить там, где жили их предки, чтобы они сохранили вот этот уникальный обычай ведения ремесла, общения, воспитания своих детей, потому что без прошлого нет настоящего, ну а значит и не на что надеяться на будущее. И это пожелание нашим предкам. Руководитель башкирской делегации, председатель регионального отделения Камиль Зиганшин участвовал и в первом, и во втором фестивале РГО. Ему есть чем сравнивать, и он с восторгом отзывается о нынешнем форуме. Собрать в нужное время единомышленников для всеобщей консолидации и роста самосознания – это хорошая идея. Некоторые иногда рассуждают, говорят, зачем нам вот все это показывать, зачем, лучше вот хорошо, может быть, одна мононация была бы, да? Ну, давайте представим себе радугу. Если бы она была просто серого цвета, ну, никто на нее внимания не обращал. Или вот, я не знаю, кто как, но, на мой взгляд, самая красивая природа – это в сентябре, когда вся палитра цветов, это, на склонах гор, красные, желтые, оранжевый, бордовый, это зеленый. Это красота неописуемая. Вот. Также и вот это наше многоцветие нашей страны, оно создает полноту жизни, передает все богатство нашей страны. Я, в общем-то, по России много поездил и хорошо знаю особенно малые народы. И, тем не менее, я много для себя нового узнал. Но башкирская делегация, сами организаторы отмечают, что башкирская экспозиция самая лучшая. Как всегда, башкиры на высоте оказались. Кстати, огромный авторитет Камиля Зиганшина в Русском географическом обществе отмечают многие его действительные члены. Во время фестиваля было очень много незапланированных случайных встреч. Одна из таких состоялась в зале истории РГО. Мухаммед Кажоков, председатель Кабардино-Балкарского регионального отделения, давно хотел лично познакомиться со своим башкирским коллегой. А вот ивановец Олег Волынкин и руководитель адыгейского отделения РГО Игорь Агай с Зиганшиным знакомы давно. Во время общения старые друзья и новые обсудили многие вопросы, в том числе и запланированную на будущий год башкирскую экспедицию на одну из вершин Кавказа – Кабардино-Балкарию. Еще одна встреча. В башкирскую юрту входит герой России, председатель Рязанского отделения РГО Михаил Малахов. Правой ногой башкирская юрта. С левой стороны у нас будет мужская половина, с правой женская половина. На середине, когда вся семья собирается. Кульминацией первого дня работы фестиваля для башкирской делегации становится общение с президентом Русского географического общества, министром обороны России Сергеем Шойгу. Вообще, по протоколу подход вип-гостя к башкирской юрте не был запланирован. Однако, увидев, что его тут ждут, Сергей Кужугетович меняет маршрут и подходит к юрте. Это карта 1708 года Жака Батиста. Делали наши мастера, члены Русского географического общества башкирского отделения. Огромное вам спасибо за возрождение армии.
Вручая Сергею Шойгу подарок от регионального отделения, топографическую карту на латуни с золочением Жана Батиста 1708 года с изображением всех континентов, которую для кабинета министра обороны изготовили златоустовские мастера, Камиль Зиганшин благодарит его от имени жителей многонационального Башкортостана за возрождение не только русского географического общества, но и российской армии. Также Камиль Зиганшин вкратце доложил Шойгу о работе регионального отделения. Активисты РГО в Башкортостане не стоят на месте. Отделение успешно развивается благодаря поддержке главы республики Рустема Хамитова. Уже действует 67 местных отделений. Реализуются значимые проекты регионального и международного уровня. Башкортостан готов поделиться наработанным опытом. Прощаясь с делегацией нашей республики, президент РГО обращается к помощнику. Это интересно. Запишите. Надо пригласить Башкирию на одно из заседаний Совета. Между тем, участники фестиваля знакомят гостей с культурой своих народов. Более 6 тысяч квадратных метров занимают экспозиции форума. Их привезли 30 регионов России. География протянулась от Санкт-Петербурга до Сахалина, с запада на восток и от Таймыра до Дагестана, с севера на юг. Настоящий город мастеров расположился в одной из зон фестиваля. Поделки из Хакасии, вологодские кружева, предметы быта кавказских народностей, музыкальные инструменты из Адыгеи, украшения из бисера с Чукотки и Камчатки. Раскидываем, и нужно выбивать, стрелять кости с одинаковыми сторонами. Например, вот эти. Раз. В итоге у нас вот эта вот целая кучка первоначальная распределяется между 2, 3, 4, 5 или 6 играющих. И игра заканчивается в том случае, когда вся первоначальная кучка не окажется у одного человека. Максим Чертыгов, научный сотрудник Хакасского национального краеведческого музея имени Кызласова, привез на фестиваль национальную хакасскую игру в кости «Хазых». А Заур Нагаев из Абхазии знакомит гостей с народным смычковым инструментом «Шикынщин». Руководитель этнического ансамбля «Кочевник» Евгений Кайпанау родом из старинного села Лорино на Чукотке. Интересуюсь, чем сегодня живет Чукотка, как сохраняется самобытность ее коренных народов, а главное – язык чукчей. Оказывается, на крайнем севере на паритетных началах приезжие дети изучают местный язык, а дети чукчей – русских, и никаких проблем. Чукотка очень хорошо живет, все традиции сохраняются по сей день. И Тендробук чукчей, которому поставили Ярану Чукотскую, и также морских чукчей. Все традиции сохраняются, танцы, язык. Вы знаете, я бы сказал 50 на 50. Подается там даже дети славяне тоже учат чукотский язык. Так что иногда приходится изъясняться со стариками, которые могут не понимать по-русски. Сами носители культуры Чукотки, так и было раньше, так и остается, растут сразу на двух языках. Чукотский и русский язык. В школах также преподается, как и русская литература, также стабильно.
Нас многое объединяет, несмотря на расстояние, климатические зоны, обычаи и религии, полутона и оттенки. К такому выводу пришли участники фестиваля, в том числе и мы. Кто только не заглядывал в юрту, и многие находили в ее убранстве какие-то знакомые общие черты. Анна Езарова, представительница малочисленного народа теленгитов с Алтая, приехала на фестиваль из Улаганского района. Вошла в башкирскую юрту, а здесь как будто в родной Теленгитской. Я представляю Республику Алтай, народность теленгиты, коренной малочисленный народ теленгиты. У нас, у теленгитов такая же юрта, в принципе, она ничем не отличается. Также есть летние юрты из войлока и зимние, они, получаются, рубленые, из лиственницы, тоже шестигранные. Посередине также стоит очаг. Также у нас есть женская сторона, мужская сторона, поэтому женщины всегда, когда заходят, они идут по левую сторону, по женскую сторону, а мужчины всегда заходят с правой стороны. Даже Валентина Ивановна Монастырская, казачка из станицы Динская, что в Краснодарском крае, нашла сходство в убранстве башкирской юрты и казацкой избы. Вот мы коляски точно так же на Кубани вешали. Вот такое у нас как бы одинаковое. Вот это только мы из лозы плели там или еще из чего-то. Это люлька, Да, люлька вот это привешивала. А так сундуки тоже у нас были. Сундуки у нас тоже были. И подушки мы так вот не складывали, но на сундуки складывали, когда постелили. Ну, понятно, что ковры были. Люди делали дорожки ковровые, ткали на полы, и кто-то рисунки делал большие, лоскутку делали. Все это делалось. Ну а председатель Адыгейского регионального отделения Русского географического общества Игорь Агай просто не смог скрыть своего восторга от того, как бережно в нашей республике относятся к наследию предков и уважают самобытность ее народов. Здесь много интересного, но одно из интересных мест это у нас представила Башкирия. Значит, Башкирия представила у нас как юрту, в которой жили с древности люди. Также интересная выставка во дворе у нас вот сегодня. Значит, юрта интересна тем, что это жилище, которое, в общем-то, автономное, то есть его можно было установить в любом месте. Оно приспособлено для всех времен года, то есть там и в жару прохладно, и зимой там тепло. Также интересно то, что нам, как показали, рассказали, значит, что здесь есть как мужская половина, женская, детская половина, где готовилась пища, где отдыхали, где принимали гостей. Очень интересно представлено. Меня и моих друзей, которые вот посетили юрту, удивило то, что все предметы, которые необходимы в данной жизни, в данной юрте, все представлено. И представлено оригинальными именно предметами. Это не бутафория какая-то там из папье-маше, а именно настоящие предметы, которые берешь, там что-то режешь, где-то что-то кушаешь, да, а где-то что-то собираешь там. Очень интересные предметы. И очень большое количество предметов. То есть как спали они непосредственно, то есть что застилали, как сделано внутри юрта, значит, чем, как обшивалось, вот этими удивительными коврами, удивительными тканями. То есть очень здорово представлено, очень здорово. То есть, побывав в юрте, мы полностью прониклись уважением к башкирскому народу и тому быту, который именно здесь представлен. То есть можно зайти и жить. Я даже попросил себя, чтобы оставили на ночевку. Заинтересовались нематериальным наследием Башкортостана и представители ассоциации «Самая красивая деревня России». Познакомившись с нашей экспозицией, они даже запланировали экспедицию в нашу республику, чтобы поближе познакомиться с национальным колоритом. Лозунгом нашей ассоциации является вдохновлять людей на любовь к сельской России. Мы входим в Федерацию самых красивых деревень земли, которая насчитывает пару десятков членов. И наша цель – это развитие сельского туризма в наших членах, которые должны соответствовать строгим критериям. Это прежде всего архитектурная и пейзажная идентичность, наличие развитой гастрономии, место размещения для туристов, то есть подразумевает, что село, конечно, должно быть живым, не музеем. И это и проект развития сельского, так сказать, туризма с одной стороны, и проект повышения качества жизни для сельского населения с другой, и проект сохранения
культурного и природного наследия через его лучшее использование. Мы в большом, так сказать, предвкушении от Башкортостана. Мы очень рады, что мы смогли здесь на фестивале познакомиться с региональным отделением Русского географического общества в Башкортостане. И уже у нас намечены ряд, значит, населенных пунктов, которых мы обязательно, так сказать, посетим вместе, я надеюсь, в координации с региональным отделением Русского географического общества мы снарядим, так сказать, экспедицию. Более 300 мероприятий, кинопоказов, лекториев, презентаций, мастер-классов, выступлений фольклорных коллективов пройдет до 13 ноября в Центральном доме художника. Сотни тысяч гостей фестиваля станут ближе к многочисленным соседям по общей родине Россия и по планете Земля. Узнают больше об их культуре, быте, истории. Третий фестиваль Русского географического общества с удовольствием открывает душу России всем желающим познать ее. Бакалинцев открытие памятной стелы на крайне западной геоточке республики в нескольких километрах от села Нагайбак на границе с дружественным Татарстаном событие важное. С ним они связывают развитие туристической инфраструктуры в районе, приток инвестиций и популяризацию местных объектов нематериального наследия в среде туристов. На территории района не так много природных и исторических памятников, но есть и несколько знаковых, привлекающих внимание туристов со всей России и зарубежных гостей. Монастырь женский есть в деревне Бугабаш. В свое до революции там был монастырь, но, естественно, после революции там все было разрушено. И вот за последние годы этот монастырь восстанавливается очень активно. Там практически все отстроено. И вот на сегодняшний день «Газпром» занимается газификацией этого монастыря. Открывая стелу, председатель регионального отделения РГО Камиль Диганжин отметил, что Башкирия – первый регион в России, выступивший с такой инициативой. Географические координаты – это своеобразный адрес. В России подобные столбы стоят в Балтийске на западе, на мысе Дежнева на востоке, на мысе Челюскина на севере и в Дербенте на юге. Побывать в этих точках для многих туристов – цель жизни. Кстати, у туристов скоро появится стимул посетить и крайние точки Башкортостана. В будущем году стелы установят в Зианчуринском, Учелинском и Гафуринском районах. Они, соответственно, обозначат крайне южную и восточную точку, а также географический центр республики. К весне, вот к моменту открытия маршрута «Башкирская кругосветка», все эти точки будут оборудованы. Вот то, что стелу поставили, это же не все. Здесь будут устанавливаться беседки, место для приема пищи, кострище. Поскольку это будет туристический маршрут, чтобы люди, приехав, могли здесь поесть, отметить это событие. В дальнейшем с появлением, сказать, этого нарастания туристического потока, может быть, появятся и места для приема пищи, кафе, там, это какие-то кемпинги. Местные власти в этом году обещали высадить рядом с памятным знаком хвойные породы деревьев, а весной благоустроить территорию вокруг него и построить беседку. Кстати, крайнюю западную геоточку уже облюбовали для проведения своего праздника бакалинские ветераны пограничных войск. Только кряквы, да? Мы в прошлом году зимой, вернее, в этом году, в январе, сколько видов мы считали? Луток был, да? Да, большой крохоль. Большой крохоль. Широкая свистана. Кряква. Здесь порядка 800-900 было, да, держалось? Не меньше 700, насколько я помню. Для уфимских орнитологов Полины Полежанкиной и Эльзы Габбасовой плохой погоды не существует. И в дождь, и в снег, летом и зимой они еженедельно обходят места обитания птиц вокруг Уфы. Здесь, на месте слива теплой воды в белую, всегда можно встретить уток. Зимой вода не замерзает, там уже из сливной трубы поступает много органики, которые питаются кряквы, черки, свистунки, большие крохоли. В декабре позапрошлого года кандидат биологических наук Полина Полежанкина начала работать над созданием атласа птиц Уфы. Подобных книг в России пока по пальцам пересчитать. Если считать работу Храброва по Санкт-Петербургу, потом, собственно, вышел атлас птиц Воронежа, атлас птиц Рязани,
Калининград в печати, Москва, собственно, по примеру которой мы и делаем свой атлас, и мы будем 6-ми. А вслед за нами позже на год начали работу в Барнауле по созданию атласа птиц Барнаула и в Чебоксарах. Такие атласы прежде всего необходимы для экологического просвещения. Ученым они помогают отслеживать численность птиц, знать, какие их виды еще сохранились. К примеру, 120 лет назад в Уфе встречалось порядка 213 видов. За 2 года работы по созданию атласа волонтеры зарегистрировали 156 видов. И среди них несколько очень редких не только для Уфы, но и для России. Были встречены такие редкие виды, как сапсан, орлан белохвост, в совсем ближнем пригороде белая лазаревка, серый сорокопут. Серый сорокопут, кстати, мы вот сегодня успели с вами увидеть. Каждый раз, когда мы приезжаем на очистные сооружения Уфы, он здесь держится. Работа для уфимских орнитологов еще не початый край. Пока из 200 квадратов, на которые поделена наша столица, обследовано чуть больше 60. Тем не менее, собраны тысячи фотоснимков пернатых обитателей Уфы, обозначены ареалы и гнездования. Кстати, приток новых волонтеров для создания атласа приветствуется. К тому же имена активных участников будут указаны на страницах книги.